Накануне в Грозном открылся филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И руководитель чеченского регионального филиала Госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Алихан Инаркаев и его заместитель по информатизации Аскер Курбанов. Маш Волшиш, мы рады приветствовать вас в студии телекомпании «Войнах», программа «Актуальная тема». И мой первый вопрос. Накануне по всей стране начали работать региональные филиалы Государственного фонда «Защитники Отечества», созданного по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Это очень правильная, востребованная и актуальная идея. Это мое мнение как ведущего. Но тут у людей возникает очень много вопросов, на которые они хотят получить ответы. И мой первый вопрос. Главная цель и задача фонда «Защитники Отечества». Прошу. Главная цель задачи фонда – это полное сопровождение. Это юридическое сопровождение, социальное обеспечение, социальное сопровождение всех участников СВО, также их родителей, если есть документ об иждивении, что в данный момент находились, и членов их семей. Это жена и дети. Не только участники, но члены их семей. Члены их семей, да. А как организована работа отделения фонда? Я уже перехожу к нашему фонду. Так как мы уже открылись. Кто может обратиться к вам за помощью? Прошу. За помощью может обратиться любой участник СВО или члены их семей. Это жена, дети, совершеннолетние. А документ какой-нибудь нужен, подтверждающий? Да, документ нужен. Это паспорт, СНИЛС, ИНН. Обычно все документы. Если супруга, это свидетельство о бракосочетании, да. это обязательно, если есть удостоверение. Если дети, то... Да, если есть удостоверение, что он ветеран боевых действий, то копия или оригинал. Если нету его, то мы поможем ему при получении. То есть вы можете помочь получить удостоверение ветерана боевых действий? Мы можем помочь. А в этом вопросе тоже можно обратиться к вам? Да, конечно. Да, совершенно Эти вопросы будут решены. Да, это тоже все прописано? Да, это все прописано. А когда можно обратиться за помощью? Я опять же хочу подчеркнуть, вы только начали работу, поэтому я и спрашиваю, когда можно к вам обратиться за помощью? Фонд начал свою функциональную обязанность с 1 числа, и можете обратиться в любой день. С понедельника по пятницу с 9 до 6. Мы не раскачиваемся, уже можем помогать. Уже работаем в полном объеме, да. Участникам специальной военной операции. Да. А какую помощь можно получить на сегодняшний день? И самое главное, помощь будет бесплатно, оказывается? Помощь будет оказываться совершенно бесплатно. Это медицинская реабилитация, психологическая реабилитация, это санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарственными средствами, обеспечение техническими средствами реабилитации, адаптация жилых помещений, социальная адаптация, ресоциализация, обучение трудоустройства или переобучение и юридическое сопровождение. Очень хорошо. И очень хорошо, что мы вас сегодня в студию пригласили. И тут у меня следующий вопрос. А как будет организовано взаимодействие фонда с обратившимися за помощью? Кто будет работать социальным координатором? Это те люди, которые прошли специальное обучение. Они именно по этой программе прошли обучение, они готовы, знают свои задачи. Вот человек обратился к ним, каждый координатор будет сопровождать 100 участников. Они в онлайн-режиме 24/7, они на связи. Один координатор, 100 человек. 100 человек. Да. Справится? Справится. Уверена? 100 человек для одного координатора немного? Нет, смотрите, в законе, вот указе, там прописано, у них, они же не каждые 24 часа на связи. Имеется в виду, вот, заявительный характер имеет. Вот человек заявил, он начинает индивидуально заниматься его же проблемой. 100 человек одновременно не обращается, это постепенно уже налаживается система. Мы собираем аналитику, какие задачи, проблемы у них. Собираем, отправляем в центральный офис, там уже формируется, допустим, то же самое лекарственные средства, которые им необходимы, которые не зарегистрированы в Российской Федерации. В данный момент это находится на формировании перечня, какие лекарства будут нужны. И уже в конечном итоге на официальном сайте это все будет выложено.
тут, Аскер, хочу лично у вас спросить, как заместителя по информатизации. А какие документы потребуются при обращении в фонд? Ну, смотрите, Не слишком ли много документов будет? Не погрязнем ли в этих документах? Не, на самом деле там звучит это, конечно, все грозно, да? Я и говорю документы. Да, вот какие-то. все сюда большой перечень услуг и, соответственно, подразумевает, наверное, большое количество документов. На самом Вы деле, правильно поняли. На самом деле, здесь, если по перечню пройтись, получается, это паспорт, СНИЛС, ИНН, справка, приказ о том, что он был зачислен в ряды участников СВО, соответственно, либо справка из медицинского учреждения о том, что он получил ранение, либо погиб в ходе участия там, в СВО. Соответственно, вот эти вот, условно говоря, там 5-6 базовых документов, которые позволяют уже внести заявку в единую систему, зарегистрировать это все и уже начать процесс получения льгот, решения там, определенных задач, которые у них стоят. А вот этот перечень документов, обратившийся к вам, где он может получить? Сайт какой-то есть или нужно обязательно прийти в фонд? Нет, мы это все выкладываем в официальные ресурсы. Это Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте. И обратиться к вам можно Можно удаленно через обратиться, интернет, да. удаленно, не Но обязательно приходить. сейчас, в данный момент у нас находится это заявительный характер. Вот человек приходит, паспорт, СНИЛС, ИНН, все, остальное документы не нужны в данный момент для заявления. А имеет ли значение место регистрации при обращении в отделение фонда? Допустим, я житель Чеченской Республики, но определенное время нахожусь где-то в другом регионе, скажем, в Москве. Мы не можем вам отказать. Мы принимаем заявление и передаем по месту прописки. Передаете Да. сами уже? Да. Но если здесь еще стоит отметить, Прошу. если задача, которую требуется решить, например, жителю из другого региона, она находится на территории Чеченской Республики, то, естественно, мы здесь занимаемся и здесь решаем вопрос касательно того запроса, который здесь есть в каком-либо учреждении. Если этот вопрос касается регионального, там, где он прописан, конечно же, там, как Алихан Мухаевич сказал правильно, соответственно, эти материалы направляются в филиал нашего фонда в том регионе и ставятся на контроль уже центральным аппаратом. Плюс мы этот процесс тоже контролируем вплоть до финала, до результата. Вот спасибо за эти Еще подробности. скажу один момент. Побольше. Прошу. Смотрите, вот у нас сейчас недавно, каждый день принимается заявление. Вот люди, которые зарегистрированы в других регионах, но служащие в Чеченской Республике, они обращались, и мы решаем их проблемы здесь, на местах. Уже никуда не отправляем. Если человек работает на территории Чеченской Республики. Если работает да, на территории. в частях, которые расположены по Чеченской Республике. То есть регистрация как такового значения Не имеет. для военнослужащего, если он проходит службу, не имеет. Не имеет. Я вас правильно понял? Да. Да, совершенно. Хорошо. И тут у меня такой вопрос тогда, друзья. Какие документы помогают оформлять в фонде? Мы уже говорили про удостоверение ветерана боевых действий. А еще какие документы? Прошу. Смотрите, вот дабы избежать перечисления большого количества там каких-либо документов, фонд оказывает оформление всех видов документов, связанных с сопровождением там участника СВО. Там есть и обращение, например, там элементарно СНИЛС, например, там получить, еще что-то. Понятное дело, что они могут и в пенсионный фонд обратиться, но если они идут в рамках как ветераны, как участники СВО, семьи, члены погибших там, или раненых участников, соответственно, все эти документы, которые требуются, оформляются там у нас. Ну, то есть содействуются в оформлении. А оказывает ли фонд, вот тут, внимание, материальную поддержку? Нет. Денежную, скажем так. Нет, материальную поддержку фонд не оказывает. Это чтобы наши телезрители тоже Да. знали. Да, материальной помощи нет такой статьи расходов у нас. В данный момент нету. Но в будущем, наверное, посмотрим. А предполагается, что фонд будет работать в режиме одного окна. Есть вот такая функция, режим одного окна. Ну да, мы же изначально говорили, что это как одно окно работает. Человек приходит, как скажем, как МФЦ так. Ну, тут добавить без казенщины, без... Да, без ничего. Просто человек подходит, все проблемы решаются у нас. Все. Больше человек никуда не идет. Это бюрократические Он отправить приходит со туда-сюда. своими документами к Да, этому окну, все да. документы отдает в одно окно. Да, все, что нужно ему,
Ему Всё не нужно показывает бегать вам. за этим Не, не справкой, нужно. за этой справкой, Не в то нужно. окно, в тот кабинет, Нет. третий кабинет, подтверждение искать, подписывать какие документы, не нужно. нужно. В одно окно все документы Да. ему отдал, там ему уже скажут, Да. что, как, что донести, что не донести, если нужно. Все, да, все. Все это будет в одном окне. Совершенно Я верно. бы хотел бы здесь еще такой важный момент заметить, Прошу. что это не будет, это уже есть. Это уже есть. Это уже есть, да. Правильно подчеркнули. Хорошее Потому что замечание. мы здесь, да, обсуждаем о том, что будет ли внедрено это. Да, мы одни из первых регионов вообще, в принципе, в группе тех, которые все это делали, как одни из участников пилота, являемся, скажем так, ну, на передовой всего этого. Многие регионы еще до сих пор не ввели режим одного окна и пишут это там на бумажках, еще как-то там. Мы на день открытия 30 числа у нас было открытие, соответственно, первый рабочий день был. Уже на тот момент у нас был режим одного окна, была система, специалисты были посажены, обучены, уже принимали в режиме одного окна в электронной мы уже работали. системе. Ну да. Конечно, В день да. открытия. Да. Да, Это и всё мы- началось. День открытия на следующий день. Но это день открытия, можно сказать. да. Это Ну, тот же период. Технический официальный запуск, да. И вот мы вошли вот в 32 региона России, которые стали первыми, кто это запустил. Соответственно, некоторые регионы до сих пор, уже спустя 15 дней после официального запуска, до сих пор еще не имеют этой системы автоматизированной, внедренной. Приятно слышать. И тут у меня вот такой вопрос, друзья. А вот за каждым ветераном или семьей погибшего бойца будет закреплен свой координатор отдельный? Да, будет. Я бы сказал так, который поможет в решении возникающих каких-то бытовых проблем, социальных вопросов. Да, совершенно верно. Каждый координатор, мы их в ближайшее время распределим по районам, и каждый человек может обратиться вот именно своему координатору, задать любой интересующий его вопрос. Участники, жены погибших, семья. И работать именно с этим координатором. Да, именно с этим И координатором. днем, и ночью. И Разницы днем, и нет. ночью. Он ему Разницы звонит, нет. он ему Это- объясняет, помогает, направляет. Да, он может написать даже, у них будет в Телеграме, в WhatsApp странички. Они могут в любое время обратиться к нему, и они получат помощь. А на сегодняшний день много обратившихся к вам? У нас заявительный характер. Где-то более 100 человек пришли в офис. Это в основном консультации. На данный момент у нас консультацию получили 54 заявителя, обратившихся, правильно будет. А что касается заявлений, принято там порядка 35 заявлений, принято. Это те, которые уже прям в работе находятся. А заявление на что? Заявления на Разного характера там. на тот или На иной. Да. улучшение жилья были. Были некоторые заявления помочь устроиться на учебу. Такого характера заявления. А какой-то ценз есть, какой-то хронометраж есть выполнения вот этих всех обращений? Ну, Заявлений. смотрите, у нас конкретных сроков нету, но есть как устные, так и, скажем так, письменные, незаверенные рекомендации центрального аппарата, в котором говорится о том, чтобы мы максимально сжатые сроки любой вопрос рассматривали. У нас для этого есть и технические ресурсы, и все остальные ресурсы, и коллеги из других регионов по факту взаимодействия с другими регионами показывают, насколько они открыто, быстро и оперативно этот вопрос решают. То есть все максимально ориентированы. И помимо этого, многим ведомствам с аппарата президента, с администрации президента были направлены письма с просьбой о содействии, с рекомендацией о том, как содействовать и так далее. И мы на сегодняшний день все учреждения, с которыми мы так или иначе взаимодействовали, мы видим прям очень быструю реакцию, быстрое решение любых вопросов. Оперативное решение вопросов. Оперативное Ну, решение люди вопросов. открыты, решают быстро вопросы, любые Поэтому вопросы, и- поставленные задачи. Да, зачастую еще так бывает, что по факту, например, посетитель обращается, и вопрос удается решить прямо в моменте. На месте. Прямо на месте, да, удается решить этот вопрос, и, соответственно, человек уже уходит с закрытой своей задачей. Это хорошо. А вот какие виды помощи смогут получить члены семьи участника спецоперации? В случае, вот, ну, не хотелось этого говорить, но военная специальная военная операция, тут все возможно, в случае его смерти. И кто считается членом
семьи? Вот такой вопрос, прошу. Членом их семей считаются дети, супруг или супруга и родители, которые на данный момент проживали с ним, и люди, которые находятся на иждивении. Это подтверждать документами нужно? Нужно, конечно. Это свидетельство о браке? О браке. Если есть решение суда, что они являлись на момент смерти иждивенцами этого. А на что они могут рассчитывать, члены семьи? Какую получить помощь? Это реабилитация, обучение, трудоустройство, переобучение, это юридическая помощь. Весь спектр, который мы ранее перечисляли, вот они могут все эти услуги получить. Он, этот Совершенно перечень бесплатно. распространяется на членов семьи. На членов семьи, да. Я также слышал, что все демобилизованные участники СВО должны стоять на централизованном учете в социальном фонде. Если это так, как это сделать? Участник СВО сам должен прийти в фонд и стать на учет? Или вы проводите работу по выявлению таких людей? Мы начали тоже работу по выявлению. Мы начали взаимодействовать с военкоматом, но сейчас в данный момент это находится на заявительном характере. Человек приходит, подает документы, и мы уже вносим его в базу. Не надо ждать, пока его Не найдут, надо ждать. пока Да, к нему обратятся, да. пока Каждый из может военкомата прийти. ему позвонят, Да, или да, вы да. позвоните. Он сам должен прийти, Да. если хочет получить помощь. Конечно. Понятно. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень актуальный, важный разговор. И моих два последних вопроса. А вот какую помощь можно получить в рамках социальной адаптации? И поможет ли фонд получить медицинскую помощь, что немаловажно сейчас? И где можно будет узнать список лекарств, медиаизделий и средств реабилитации, которые можно будет получить при помощи фонда? Вот, соответственно, в фонде есть медицинская служба, есть заместитель руководителя по медицинскому направлению, который коммуницирует с медицинскими учреждениями и отвечает за все эти вопросы. И основное направление деятельности медицинской службы фонда – это организация как раз вот медицинской помощи, включая реабилитацию, санаторно-курортное лечение, паллиативную помощь, персонализированный уход, обеспечение непрерывности лечения на всех этапах, вне зависимости от ведомственности медучреждения, соответственно, формирование оптимальной маршрутизации по профилям на основе лучших практик региона, дополнительное обеспечение лекарственными препаратами, медизделиями и формирование системы психологической помощи, обеспечение разрывной связи с другими направлениями фонда. Соответственно, таким образом, когда мы хотим ответить на вопрос по поводу медицинской помощи, да, конечно, они могут получить медицинскую помощь. И у нас даже стоит сейчас вопрос, есть в Чеченской Республике есть предприятия, которые изготавливают протезы, вот, достаточно известные там на территории Российской Федерации, и мы уже готовим письмо рекомендательного характера, чтобы вот, люди могли уже по факту вот, внутри нашего региона обращаться в предприятия, которые находятся у нас здесь. Таким образом мы охватываем как бы два аспекта. Мы помогаем, соответственно, инвалидам, людям, которые там потеряли какие-то конечности, да, там, в вопросах протеза, и, соответственно, поддерживаем отечественного производителя, который находится внутри региона. Это тоже важно. И тут вопрос у меня такой. Может, он и не к вам напрямую, но и все-таки хотелось бы, чтобы вы объяснили, если это возможно. Льготы ветеранам и их семьям. Об этом можно вот узнать поподробнее? Можете что-то рассказать? Прошу. Да, смотрите, на данный момент фондом ведется интенсивная работа вот, в части определения льгот, как региональных, так и федеральных. Мы собираем аналитику по обращениям, передаем информацию в центральный аппарат фонда, где структурируются все обращения по всей России, вырабатывается там определенный перечень, исходя из потребностей всех там участников, которые обращаются на сегодняшний день. Это фонд очень сильно следит за этим, центральный аппарат фонда, я имею в виду. И, соответственно, вырабатывается вот этот перечень льгот, и вся информация будет в ближайшее время выложена в СМИ, соответственно, и также мы будем ее доводить там адресно там, до конкретных лиц, и в том числе через средства массовой информации. Я надеюсь, не то что надеюсь, я уже думаю, что нам придется встретиться еще не один раз, чтобы вот это все объяснять раз за разом. Новое дело.
А новое дело всегда нужно И объяснять. еще хочу сказать, кто хочет получать информацию, желающие все, допустим, члены семьи, они могут обратиться в социальные сети. У нас есть социальные сети. Это телеграм-канал, ВКонтакте и в Инстаграм. Ну, чтобы любой человек мог зайти, посмотреть, какие услуги может он получить. И тогда, если можно, вы можете озвучить номер телефона и адрес фонда. Адрес фонда проезд Ханкальский, 9А, центральный аппарат у нас находится там. Номер телефона это 8928 749 36 39. Еще раз номер телефона. 8 928 749 36 39. Куда можно позвонить? Куда можно позвонить, узнать актуальный вопрос, что их интересует. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Спасибо за Хорошее дело приглашение. начали. Спасибо. Удачи. Спасибо за предоставленную возможность принять участие, донести столь важную информацию для наших телезрителей. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Как я уже говорил, мы с вами встретимся еще не раз. Согласны? Согласна. Договорились. А на сегодня это все, дорогие друзья. Вы сами все слышали. Фонд «Защитники Отечества» работает. И работает в Грозном. Есть куда обратиться и получить помощь участникам специальной военной операции. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И руководитель чеченского регионального филиала Госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Алихан Инаркаев и его заместитель по информатизации Аскер Курбанов. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.